Каждый год в Ингушетии открывается все больше социально значимых объектов. Так, в 2019 году в сельском поселении Сагапши открылся первый для села физкультурно-оздоровительный комплекс. За это время спортивное сооружение стало излюбленным местом посещения любителей спорта. Бокс, дзюдо, ММА, борьба. Здесь у местной молодежи есть возможность найти себе занятия по душе. Начиная с 15:00 в зале стартуют тренировки по ММА. Проводит их профессиональный боец смешанных единоборств Адам Гагиев. Под его чутким руководством ребята оттачивают навыки борьбы и грэпплинга, а также совершенствуют ударную технику. Естественно, сперва разминка, потом отработка, ну и неделю раз спарринги бывают. Вот сегодня у нас спарринги. Иногда ездим во вторую школу ММА, там спарринги тоже проводим. Ну вот, разнообразие, там, тут. Ну, здесь большинство новичков, им и ударка нужна, и борьба. Мы стараемся и в борьбе, и в ударке работать. А база какая-нибудь действенная, или они сразу же начали ММА чисто? Ну, кто-то на борьбу там пару месяцев ходил, год ходил. Ну, тут большинство новичков. Стоит отметить, что большинство спортсменов, занимающихся здесь, ранее также посещали другие спортивные секции, но уже в Малгобеке. Руководство ФОКа старается посещать тренировки своих воспитанников, следить за тем, чтобы спортсмены не ленились, будет тренер, а поддержка директора и персонала комплекса мотивирует этих молодых ребят. ФОК функционирует в штатном порядке. У нас расписание, свое время у каждой секции. С 2 часов, с 3 часов у нас, с 4 вечера, с 6 до... Ну, у нас функционирует ФОК до 10 вечера. У нас полный загружен день полностью. Количество детей, вот мы 325 человек общий. А дневной у нас проходимость детей где-то 150 человек. Так. Двери зала ММА открыты для желающих заниматься спортом, уверен тренер. В последние годы поклонников смешанных единоборств становится все больше, а это значит, что профессиональные бойцы популяризируют этот вид спорта в нашем регионе. Конечно, хотел бы, чтобы они посещали эту секцию ММА. Хотелось бы, чтобы они занимались, не прогуливались по улицам, были в залах, в здоровом теле, здоровый дух, как говорится. Вот. Я считаю, чем больше наших земляков будет заниматься спортом, тем лучше нашей нации.
В соседнем зале свои тренировки проводят боксеры. Бокс – один из самых захватывающих и зрелищных видов спорта. Конечная цель любого спортсмена – победа на Олимпийских играх. А для того, чтобы подняться на высшую ступень спортивного пьедестала, необходимо на каждой тренировке показывать максимум своих возможностей. За выполнением технико-тактических действий следит наш земляк, профессиональный боксер Магомед Булгучев. Под руководством своего наставника ребята выкладываются на 100%, указывают на ошибки и вовремя исправлять их – одна из главных задач тренера. Как и обычно, у любых спортсменов начинаем с пробежки, потом разминка на скакалках, потом бой с тенью, работаем бой с тенью, потом в парах, спарринги и так далее. Работаем. Мы должны, через 2 месяца у нас чемпионат республики, первенство республики в Ингушетии, 5-6 года. Мы готовимся сейчас. У меня сейчас после операции, 4 месяца уже прошло после операции. Сейчас восстанавливаюсь, делаю, на плавание хожу. Вот сейчас планирую через полгода начать тренировки потихоньку. Пока делюсь своим опытом, передаю свой опыт ребятам. В скором времени этим ребятам предстоит принять участие в турнире. Готовятся к нему ребята со всей ответственностью. Один из самых важных аспектов – выносливость. Если боксер быстро устает на ринге, то поражение не заставит себя долго ждать. إسلام دقة ونوصل وشتاوى محمد بيت وغراج أوغاو ريونا سنة عشت غاورس نو كوحت في أنترس إيشر ستك حنزة ريسبوبليكا كيش تجدد خالته تاس حسرنا عشت غاورس أبريل تيج أوزي مسلم تا نقش قاچرس تيج تريتي حراس دا حسقيتا سنة عشت غاورسوس سنتبري تيج دال أخذ سبير حراس سجع بزن بطرق سيترين محمد بوجوا профессиональный боксер вес дик хаяхту тутерхал безен барса туму пояс хамяхш. При должном подходе к тренировкам и хорошей дисциплине наши спортсмены способны достичь самых высоких результатов, уверен тренерский штаб. Самое главное – на каждую тренировку подходить с максимальной ответственностью. Все проходит, в принципе, в штатном режиме. Обычно тренировочный режим. Начинаем с разминки, с общей разминки. Там школа бокса, скакалки, ОФП, когда проводим, разные тренировочные эти процессы проводим. Работа в парах в основном, потом на снарядах и обычно заканчиваем гимнастикой там, пресс там покачают ребята, там отжимания, обычная тренировка, вот такие тренировки проводим. Очень большой наплыв ребят, иногда даже бывает, что не успеваем, настолько много детей бывает, за всеми там, следить там, им рассказать, что как. Очень большой наплыв, ребят.
особенно вот с сентября месяца, вот как каникулы закончились, сильно наплыв пошел вот, ребят. Все равно дети разные, у каждого характер, не у всех одинаковый, кто-то мягкий, кто-то, как вы сказали, хладнокровный. Каждому должен быть индивидуальный подход, надо настраивать ребенка по-любому. Перспективы, я думаю, вроде начали недавно, вот открылся ФОК, уже есть результаты, я думаю, дальше больше посмотрим. Надеемся, что будут хорошие результаты в дальнейшем, будем над этим работать. О том, что в этом зале работают профессионалы своего дела, говорит и тот факт, что сюда детей привозят и из других населенных пунктов Волгобекского района. Для родителей юных спортсменов очень важно, чтобы их дети росли физически и духовно развитыми. После 4 часов вечера в зале проходят тренировки по вольной борьбе. Более 40 воспитанников ФОКа под руководством тренеров Руслана Газикова и Ибрагима Белхароева. Стартуют будущие чемпионы, как правило, с разминки. Чтобы не получить травму во время отработки приемов, очень важно размять мышцы. Гибкость и пластичность – одна из основных составляющих вольной борьбы. Всевозможные сальто и кувырки на маттах на первый взгляд не нужны, но опытный глаз тренера сразу видит возможности ребят и указывает, кому над каким компонентом надо работать усерднее. У нас в пределах 40 человек в группе, общей группе нас. Работаем с некоторыми детьми, уже работаем 4 года, 5 лет, с некоторыми 2 года, год по-разному. Как вы можете сами наблюдать, уже довольно наполнен зал детьми. Вроде бы из Малгобека приезжают дети, из Инарков, ближайших сел, и само села Сагопша приезжают. Вроде бы дети посещают, тренируются, занимаются. Есть некоторые результаты даже. Вольная борьба – это, можно так сказать, что это вид спорта как основа всех основ. Борьба развивает и характер ребенка, и общую физическую подготовку развивает детей.
Помимо борцов, здесь тренировки проводят и юные дзюдоисты. В отличие от других видов борьбы, дзюдо выделяется меньшим применением физической силы при выполнении приемов и большим разнообразием технических действий. В последнее время именно в этом виде единоборств наблюдается большой поток детей, которые только начинают спортивный путь. Дзюдо, по мнению многих, является одним из самых благородных и массовых видов спорта. Уважение к сопернику и беспрекословное повиновение командам тренеров – вот отличительные особенности этого олимпийского вида спорта. интересу чаминусо зали зудоч хосхатиш босо иште ковот чебот босо заниматься живу. Зудо есть имаште хижа царцач интерес за ос се как раз захивахаш безым бош чаминусо интересуш. Сорно что хавас ханс марте это сорно что готовится для босо. Кира кос тренеров кутхос ишт дقه هيك نخبو كانك بوس حق بربا حنز أخشوس بربا زدو أخشوس بربا أخ باش دانسو زدو أخ قبدي بوت ما بنبا بيرها سنة جس زدو زيز كرت خلارش قصوات خلارش تيجيش خلاير إجر خلاير صوات قلاير خلاص فينا خلاص تيجيش كوت على خلا بربا خلاير حزوش سن ترك شيء تدخل بربا تخلي سنة ونيجي شنو أغزالي قوي هتا قو بربا каждый день холся, кроме воскресенья. Дзюдо, вторник, четверг, субботу. В ФОКе уже функционирует немало спортивных секций, но в планах у руководства комплекса открыть зал профессиональных единоборств и бокса. О том, что уже существующие секции пользуются большой популярностью, говорит тот факт, что с каждым днем количество желающих заниматься спортом неуклонно растет. У нас ближайшие села, там Синаркок, Сидаха ребята приезжают, и с Малгобек к нам приезжают ребята, тренируются и вольной борьбой, и ММА, и дзюдо, и бокс. Все секты у нас загружены вот, и с наших сел ребята. В основном состав у нас местные ребята, но так много ребят из других сел у нас. Самый востребованный у нас сейчас в данное время вольная борьба и бокс. Ну и сейчас популяризация у нас сейчас идет дзюдо и ММА. У нас вот ребят набираем ребят. В 2019 году вот мы провели 4 турнира хороших. Это по вольной борьбе, по боксу, по ММА. И вот сейчас мы планируем провести по дзюдо. Сейчас мы дзюдо и вот остальные будем отбирать ребят на первенство республику, дальше и будем отбираться, дальше будем работать. Совсем скоро боксеры, борцы и бойцы смешанных единоборств из ФОКа сельского поселения Сагапши должны громко заявить о себе на различных турнирах. Все, что зависит от тренеров, они, несомненно, сделают. Дело остается за самими спортсменами.